25 апреля в зале детско-юношеской спортивной школы номер 3 состоялся открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы государственной бюджетной организации «Якутская кадетская школа-интернат». Соревнование проходило по 10 весовым категориям и 2 возрастным – юноши 1999-2000 годов рождения и юноши 1997-1998 годов рождения. По итогам соревнования в младшей группе весовой категории 35 кг первое место занял Георгий Вензель, ДЮСШ номер 3. В категории 38 кг победу одержал Михаил Новгородов, ДЮСШ номер 3. В категории 46 кг сильнейшим оказался Евгений Татаринов. В категории 50 кг первое место занял Иннокентий Яковлев, кадетская школа. В категории 54 кг победу одержал Виктор Алексеев, ДЮСШ номер 3. А в категории 60 кг победу праздновал Иргит Айрат, школа номер 33. В старшей группе весовой категории 57 кг соревнования на первом месте завершил Егор Слепцов, спортивная школа номер 3. А в категории 61 кг первое место занял Василий Заблоцкий, кадетская школа. В категории 65 кг сильнейшим оказался Нюргун Истомский, кадетская школа. А в категории 76 кг победу одержал Максим Толмачев, ДЮСШ номер 3. 26 апреля состоялся турнир по мини-футболу среди общественных организаций нашей республики на призы Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по республике Саха-Якутия. Турнир проходил под девизом «Наркотикам нет, спорту да». Ведь данное соревнование проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения внимания общественности к проблеме наркотиков. По словам организаторов, этот турнир будет ежегодным и с каждым разом собирать все больше участников. В этом же розыгрыше принять участие приехало 8 команд различных общественных организаций. Турнир проходил по олимпийской системе, и по итогам всех сыгранных игр сильнейшей оказалась команда Республиканской молодежной общественной организации «Развитие КВН» в республике Саха-Якутия. Второе место заняла команда молодежной общественной организации «Лига Саха-КВН». А на третьем месте турнир завершила команда студенческой лиги футбола Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. 27 апреля в зале спортивного клуба «Спарта» прошел первый республиканский чемпионат по грэпплингу, вида спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Грэпплинг издавна популярен во множестве странах. В Якутии же это единоборство только начинает свой путь к популярности и, можно сказать, успешно. Ведь турнир по грэпплингу проводился впервые, и принять участие заявилось более 70 спортсменов из разных спортивных клубов. На турнир было заявлено 72 спортсмена. Да, что было неожиданностью, я не думал, что соберется такое количество народу. Предполагалось где-то человек 40-50, но ребята порадовали, много было заявлено спортсменов, отличные ребята. И мы попытались собрать все клубы города Якутска, которые каким-то образом занимаются борьбой, не только грэпплингом в частности. Но у нас клуб «Славутич» представлял, они борются и по самбо, и по дзюдо, поэтому попытались охватить все клубы, которые связаны с борьбой в одном турнире. 27 апреля на домашней площадке мини-футбольного клуба «Ямал» состоялся ответный матч полуфинала розыгрыша плей-офф Высшей лиги России по мини-футболу. В рамках этой встречи «Ямал», который завершил регулярное первенство на первой позиции, принимал нашу «Зарю». Подопечные Олега Марченко, благодаря победе в Якутске со счетом 4-2, прибыли к этому матчу с преимуществом в 2 мяча. Но коллектив из Нового Уренгоя в ходе напряженнейшей игры на последних минутах смог спасти матч и выйти победителем из этой серии 2 настоящих полуфинальных битв. Ямал на своей площадке одолевает «Зарю» 7-3. Голами отличились: Истомин оформил покер, Кусов, Султанов, Казаков, Мелконян и дубль Санникова. Ямал выходит в финал, где сойдется с московским «Спартаком». А «Заря» будет биться за 3-е место в якутском дерби против мини-футбольного клуба «Алмаз Алроса». Первая встреча состоится в городе Мирный 3 мая, а ответный матч пройдет 10 мая в Якутске.
С 3 по 4 мая в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанным единоборствам ММА. Программа чемпионата. 3 мая в 11:00 начало соревнований, в 14:00 торжественное открытие, в 16:00 полуфинальные бои. 4 мая в 16:00 финальные бои, награждение, торжественное закрытие. Справки по телефону 8 914 281 57 96. Первые домашние матчи этого года. Футбольный клуб «Якутия» принимает команды «Амур-2010» и «Чита». 3 и 6 мая стадион Туймада. Болеем за победу вместе, за родную команду. Справки по телефону 720 027. Чтобы день твой был в порядке, начинай его с зарядки. 4 мая в 8 часов утра приглашаем всех горожан на стадион Туймада на открытие сезона утренней зарядки в Республике Саха-Якутия. Присоединяйтесь к нам, и вы получите заряд бодрости и хорошее настроение на весь день. Справки по телефону 34 17 08 714 021.